Мы обязаны сделать Беларусь свободной и в новом году встретиться в свободной стране. Калі выходзіць на плошчу. Такім было апошняе пытанне Андрэю Саннікаву, зададзенае падчас сустрэчы кандыдата ў прэзідэнты з выбарцамі ў Менскай харэаграфічнай вучэльні 3 снежня. Да выбараў заставалася дакладна 16 дзён. Санников отказывал у звучания для его оптимистичной манеры. И не стоит ли собраться раньше 20:00? Нет, мы говорим о том, что в 8 часов организация, я уже сказал, что мы будем ждать итогов, которые нам сообщат. Будем ждать сообщений наблюдателей. Я считаю, что это простая арифметика. У нас 9 альтернативных кандидатов. И есть сильные кандидаты, которые уже сегодня появился данные соцопроса о том, что у демократических кандидатов в целом уже выше рейтинг, чем у Лукашенко. То есть без второго тура не обойтись, даже при этой системе выборов. Поэтому будем смотреть, что нам объявят. Полная заля тых, хто пришел послухать Санникова, але не полная заля ягоных прихильников. Кандидату довелось отказывать и на пытания, какие могли податься провокационными. Деньги. Где вы взяли столько денег? Не могли бы вы деньги эти потратить на то, чтобы студентам и ученикам немножко дорогу в автобусах и троллейбусах оплатить? И что вы сделали? Что вы сделали для народа за то время, пока Лукашенко руководил? Я благодарен вам, что вы задали вопрос о деньгах. Открыт официальный фонд кандидатов в президенты, мой фонд. Я прошу, помогайте. Это деньги пойдут не мне на хлеб с маслом, а на печатную продукцию, на размещение информации в газетах, на рекламных тумбах, на изготовление плакатов, листов. У Гайзале Андрею Саннику допомагали заволодать доверенные особы, добре вядомые ў Беларусі. Экономист Леонид Злотников, народная артистка Зинаида Бондаренко и режиссер Юрий Хашчавацкі. Аўтар звычайнага прэзідэнта нават узяўся тлумачыць, чаму будучаму прэзідэнту варта кіраваць пад бел-чырвона-белым сцягам. Я никогда не хочу жить в государстве под флагом фашистско-полицейским. Прошу ответить на вопрос. Я попробую ответить, если можно. Андрей Леонидович меня поручил это. Я с радостью отвечу вам. Мой отец полный кавалер Ордена Славы. Полный. У него 3 Ордена Славы. Он всю жизнь, сколько я его помню, ненавидел красный флаг. Потому что вся родня наша погибла под красным флагом. Это флаг, под которым белорусы одержали победы, славные победы. При Грюнвальде, под Оршей. Это были славные, это торжество нации было. Под этим флагом очень много было сделано. Потом некоторые люди, пару подонков, таскали этот флаг и на поганые вещи. Но флаг здесь ни при чем. Это люди. Это люди. Это национальная святыня белорусов. И под этим флагом белорусы, я уверен, будут жить и победят. А тот красный флаг, на котором кровь фактически массы моих родственников, которые погибли в лагерях, вот да, вот под этим флагом вы нас не заставите. Не заставите. Некалькі десяткаў пытанняў і столькі ж адказаў. Ці засталіся задаволеныя тыя, хто прыйшоў паслухаць кандидата Андрея Санникова? Я не могу сказать, что я цалком задоволена, бо я пришла для того, как больше доведаться про его программу. Але гэтага я і как-то і не пачула насамрэч, і не змагла тут і атрымаць. Потом трэба будзе шукаць у інтэрнэце, ці не буду шапікаць. Вось, таму, пытанні былі такія вельмі розныя і вельмі шмат таких даволі пустых. У цэлым встреча она отбылась, она недрэнная, но сказать, что я все, что хотела доведаться, то я не доведалась. А чему вы сами не задавали пытания?
Ну, мікрафон вельмі складана было атрымаць, я далёка сядзела там напрыканцы, а ён быў адзін там на пачатку. Ну, мне вельмі было цікава, колькі будзе людзей, якія пытанні будуць задаваць, як будуць себе паводзіць, які настрой будзе. Ведаеце, вот трошки, канешне, нейкі аптымізм з'явіўся, калі я ўсё убачыла эту вялізную эту залу, перапоўненую, якая была настолькі наэлектрызаваная нават такая, вось, і вельмі адчуваецца сімпатыя, да, менавіта да гэтага кандыдата. Сустрэчы кандыдатаў з выбарцамі ў сталіцы Беларусі толькі пачаліся. Свабода мае планы пабываць на падобных сустрэчах кожнага з кандыдатаў на прэзідэнты.